Малообеспеченные жители Сосногорска имеют возможность получить поддержку от государства. Социальный контракт для малоимущих семей в 2020 году является одним из видов такой помощи. Это договор, который заключается между малоимущей семьей и Центром социальной защиты населения на срок от 3 месяцев до 1 года. На основании соглашения Центр обязуется выплатить гражданину пособие, а гражданин выполнить мероприятия, которые предусмотрены в его индивидуальной программе социальной адаптации. Одно из направлений социального контракта является организация предпринимательской деятельности или организация фермерского хозяйства. При регистрации в качестве индивидуального предпринимателя человек и гражданин может получить единовременную выплату по своим фактическим затратам на покупку необходимого оборудования. Эта помощь может достигать до 250 тысяч рублей. В период действия социального контракта можно приобрести основные средства – материально-производственные запасы, имущественные обязательства на праве аренды, необходимые для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности. На данный момент в Сосногорске у нас заключен один социальный контракт по открытию ИП. У гражданина открыто ИП по ремонту жилых помещений. По Республике Коми на основании социального контракта граждане открывают ИП по оказанию парикмахерских услуг, открывают салоны красоты, фотоателье, медицинские кабинеты, кабинеты по оказанию образовательных услуг и так далее. Для того, чтобы заключить такой контракт, гражданин должен подать заявление в Центр социальной защиты населения, составить план расходов пособия с указанием всех мероприятий за каждый месяц в производственной форме, пройти собеседование в Центре, подписать социальный контракт и выполнить запланированные мероприятия. Влада Гришаева, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Федеральная программа формирования комфортной городской среды продолжает свою реализацию. На сегодняшний день в работе находятся 4 детские площадки в 6-м микрорайоне около физкультурно-оздоровительного комплекса и сквера «Белка с шишкой». Установка новых игровых комплексов стала возможной благодаря выделению дополнительного финансирования из региона. Минэнерго Республики Коми, подсчитав экономию, образовавшуюся от проведенных закупок по всей республике, решила поощрить Сосногорский район дополнительными средствами на программу. Муниципалитет оперативно отреагировал на предложение республики, заключив контракты на поставку и установку игрового оборудования уже этой осенью. Управлением ЖКХ в рамках реализации приоритетного проекта формирования комфортной городской среды были заключены муниципальные контракты на поставку детского игрового оборудования, на его установку, а также на поставку скамеек и урн для благоустройства сквера «Белка с шишкой», а также детской площадки «ФОК». Всего на данный проект заложено 4 миллиона 320 тысяч. И установлено будет где-то порядка 16 комплексов. Детские игровые площадки для улицы являются тем местом, где малыши учатся общению. При этом игровые комплексы обязаны соответствовать определенным требованиям, а значит, быть для малышей безопасными. Именно поэтому каждая из площадок будет предназначена для определенной возрастной категории детей. В настоящий момент мы ведем монтаж 3 площадок. Это 2 площадки вот здесь, это для детей до 12 лет, и 1 площадка, которая будет возле фонтана для детей в возрасте до 7 лет. Работы выполнены примерно на 70%. 1 площадка готова, осталось навести порядок, разровнять территорию, ее можно будет сдать. Я думаю, что завтра мы этот объект уже сдадим. Также заканчивается установка игрового комплекса «Фруктовый сад». Хочу отметить, что это единственный в Республике Коми подобный комплекс. Больше таких нету ни в Сыктывкаре, ни в Ухте, ни в Воркуте, нигде. Это 4-этажный комплекс для детей до 12 лет с 3 горками. 1 горка-труба, 1 винтовая горка пластиковая и 1 металлическая. Также к ней присоединены 2 спортивных комплекса. Довольно интересный комплекс, и спасибо УЖКХ Сосногорск, что они именно выбрали этот комплекс. Вот собирать его действительно технической службе очень интересно. И для малышей зона, там будет установлена карусель, будет установлена качалка-балансир, небольшая песочница, также будет игровой комплекс с пластиковой трубой.
Сегодня такие площадки стали не только элементом воспитания здорового общества, но и прекрасным дополнением интерьера города. Разноцветные горки и качели, и веселый, беззаботный, задорный детский смех. Прекрасное дополнение в общей атмосфере. Самое главное, чтобы сосногорцы ответственно подходили к обеспечению сохранности таких объектов. Ну, в общем, неплохая новая площадка, более усовершенствованная, чем была старая. Хорошо, что убрали поломанные детали, поломанную саму площадку и поставили новую. Это по программе «Комфортная среда». Вот. Поэтому пусть дети играют, родители радуются. И хотелось бы, конечно, обратиться к гражданам нашего города, что берегите то, что строится. В ближайшее время юные жители нашего города смогут насладиться всеми прелестями новых площадок. Плановый срок окончания работ – 30 октября этого года. Влада Гришаева, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Сборная команда Республики Коми заняла второе место на чемпионате России по водному туризму. Свой вклад в победу внесла и юрист Сосногорского водоканала Елена Дубровская. Она живет в Ухте. Туризмом занимается 3 года. Участницей соревнований стала случайно. Ехала в Харп в составе группы поддержки и уже там решила принять участие, чтобы своей команде добавить баллов. Елена выступала в дистанции слалом в двойке на катамаране. Женская двойка из Коми заняла 3-е место. Всего команд было 8. Нам очень помогли наши ребята, да. То есть там был такой вариант, на финиш приходил катамаран, мы должны были его брать или по берегу, значит, его тащить по камням, или через горку, можжевельник выше колена. И еще с катамараном, учитывая, что мы были в сапогах в болотных. Сапоги болотные там 36-37 размера, их нет, то есть сапоги эти за 40 размер, они очень-очень большие. Ребята таскали у нас катамаран, они сразу брали, они шли, мы за ними бежали, высунув язык. Прибегали на старт, судья объявлял, до старта 1 минута. То есть вроде как паника сразу. Ребята, опять же, да, они держали катамаран, они нам помогали усаживаться, утягивали нас, проверяли, застегнуты ли у нас пас-жилеты, каски наши, потому что за это очень сильно штрафовали, да, если что-то не в порядке с формой будет. В общем, вот общими усилиями мы вот смогли второе место завоевать. Для Республики Коми это первый раз. Восторгов у нее много. Ведь туризм, а особенно рафтинг – любимое занятие. Говорит, что такое времяпрепровождение дарит много положительных эмоций. Единение с природой, общение с людьми, с такими же вот единомышленниками, с теми, кто не любит лежать на диване. На достигнутом Елена останавливаться не собирается. Ведь в мире так много интересного. А значит, есть где побывать и что попробовать. Влада Гришаева, Наталья Максимова и Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск.